Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. Постоянные зрители прогулок по Крыму с Алексеем Гайворонским помнят, что в одной из прежних передач мы уже внимательно рассмотрели Большую ханскую мечеть. Большая мечеть стояла на площади в самом центре города и могла вместить несколько сотен людей. Ее высокие минареты виднелись издалека над бахчисарайскими кварталами, и в ней проходили многолюдные моления. Помимо нее, в Бахчисарайском ханском дворце существовало еще одно культовое сооружение. Традиционно оно называлось Малой ханской мечетью. Знакомству с этой постройкой и будет посвящена сегодняшняя передача. Малая ханская мечеть расположена в самой глубине дворцового комплекса и со всех сторон окружена зданиями и стенами внутренних двориков. В отличие от большой мечети, открытой для всех желающих мусульман, в малую могли зайти лишь те, кто жил в хансарае, либо был приглашен в ханские покои. Сюда не было принято созывать на молитву всех горожан, и потому при Малой ханской мечети не было и минарета. Тут можно вспомнить, что схожим образом были устроены мечети и в столице первых крымских ханов в Солочеке. Там их тоже имелось две. Одна главная на центральной площади, и вторая малая внутри ханского дворца Девлет-Сарай. И хотя минареты у нее имелись, они были построены лишь для украшения, поскольку, по словам очевидца, были слишком узки, чтобы внутрь них мог войти человек. Итак, пройдемте в Малую ханскую мечеть. Как и над дверями ряда других дворцовых построек, мы снова видим здесь имя Селямета II Герая, хана-строителя, что восстановил дворец после разрушительного пожара. Шагнув через порог, мы вступаем в гулкий полумрак. Помещение мечети невелико, однако производит впечатление некой таинственной торжественности. Уже с первого взгляда на мечеть гость сталкивается с загадками.
Почему, например, в отличие от всех прочих крымских мечетей, это здание вытянуто не с севера на юг в направлении Мекки, а с запада на восток, подобно византийским храмам? Известны старинные предания о том, будто дворец был построен на руинах каких-то еще более древних сооружений, однако подтвердить эти сведения археологам пока что не удалось. Стены мечети необычайно массивны. Пожалуй, мы не найдем столь мощной кладки ни в одной другой бахчисарайской постройке. Они выкрашены в приглушенные зеленые тона и украшены простой геометрической росписью. Свод помещения имеет вид круглого купола. Он сложен из многих рядов красной плинфы, специального тонкого кирпича, который отличается необычайной легкостью. Точно из такого же материала сложены и гигантские купола стамбульских мечетей. В центре потолка на цепочках висит любопытный сувенир из Африки или Аравии – пустая скорлупа 3 страусиных яиц. Служители мечетей Стамбула, где тоже встречается подобное приспособление, уверяют, что запах страусиной скорлупы отпугивает насекомых, а это помогает отвадить залетающих в мечеть птиц. В Крыму существовало и другое толкование, будто бы этот предмет должен напоминать верующим, чтобы они ни на секунду не отвлекались от молитвы. Ибо, по арабскому поверью, страус высиживает свое потомство взглядом, и если случайно посмотрит в сторону, то яйца с птенцами погибнут. В южной стене мечети над михрабной нишей сияет разноцветными стеклами витраж. Когда музейные экскурсоводы приводят в это помещение очередную группу туристов, они нередко слышат удивленные возгласы, мол, почему в мусульманской мечети изображен иудейский символ – щит Давида? В ответ экскурсовод пояснит слушателям, что этот символ с незапамятных времен использовали самые разные народы – индийцы, кельты, евреи, арабы и многие другие, и что каждый народ толковал его по-своему. И если в иудаизме этот знак называется щитом Давида, то у мусульманских народов он издавна употреблялся под названием печать Сулеймана. Царь и пророк Сулейман, он же библейский царь Соломон, несколько раз упоминается в Коране. На Ближнем Востоке о нем сложено немало сказаний, в которых он наделен властью понимать язык животных и повелевать джиннами. Легенды гласят, что знаком власти Сулеймана был перстень с волшебной печатью на нем. Поэтому в искусстве мусульманских народов, в том числе и крымско-татарского, изображение этой печати символизировало защиту от злых сил. В Бахчисарае печать Сулеймана можно было увидеть в окнах дворцовых и городских мечетей, на кладбищенских памятниках, на монетах и на женских украшениях. А теперь давайте осмотрим это здание снаружи. Южная стена Малой дворцовой мечети выходит в гаремный дворик. Издали можно заметить, что черепица на кровле здания частично окрашена в зеленый цвет. В прошлом черепица покрывалась не краской, а настоящей зеленой глазурью, как этот образец, сохранившийся в музее Ханского дворца. Такой черепицей, помимо Малой ханской мечети, была покрыта и другая постройка неподалеку от Ханского дворца. По цвету своей кровли она так и называлась – Ешиль-Джами, то есть «зеленая мечеть». Крышу Малой ханской мечети увенчивает алем – кованный полумесяц.
И на этой, и на любой другой мечети алем указывает направление на Мекку, будучи развернут к ней в ширину. Алемы можно видеть на многих сооружениях дворца, на обеих ханских мечетях, над мавзолеями, над порталом Демир-Капы, Соколиной башней, фонтаном слез. На разных зданиях они имеют различную форму, причем эта форма порою тоже вызывала удивление несведущих гостей. Например, на алемах Малой мечети и фонтана слез заметны фигуры цветка или трилистника. Русские путешественники XIX века усматривали в этом знаке сочетание мусульманского полумесяца с христианским крестом. Пытаясь объяснить такое соседство, они вспоминали легенду о польке Марии Потоцкой, якобы жившей в ханском гареме, и даже считали малую мечеть часовней, которую хан будто бы выстроил для Марии. О таком толковании упоминает и Пушкин, когда пишет об Ахисарайском фонтане в стихах: «Над ним крестом осенена магометанская луна». Все это, конечно, лишь поэтический вымысел, а в действительности символика подобных алемов объясняется совершенно иначе. Ведь, как и шестиконечная звезда, символ полумесяца тоже с глубокой древности использовался разными культурами мира. Каждая цивилизация придавала ему свое значение. Луна выступала в древних верованиях как символ плодородия, богатства, удачи и так далее. Первые мусульмане не считали полумесяц своим религиозным символом. Такое значение он приобрел позже, особенно в эпоху османских султанов. Рассматривая его как символ победы, после завоевания Константинополя турецкие правители украсили многочисленными изображениями полумесяца стамбульские мечети. В османском искусстве полумесяц приобрел большое разнообразие форм. Порою ему даже придавали очертания цветов – лилии, тюльпана. Влияние стамбульского стиля отразилось и в Крыму. Оно и объясняет появление в хан-сарае двух фигурных алемов с лилиями в центре, очень похожих на затейливые алемы Стамбула. Малая ханская мечеть – это сооружение, полное тайн и загадок. Неизвестно, например, в какое точно время она была выстроена, хотя сама конструкция здания намекает на его большую древность. Не сохранилось описаний проводившихся здесь церемоний. Остается тайной даже то, кто же, по сути, был его основными посетителями, то ли жительницы расположенного здесь же за стеною гарема, то ли беи и мирзы, что прибывали к хану на заседание Государственного совета. Но на нескольких примерах, которые мы вкратце рассмотрели сегодня, становится очевидным, какой глубокий смысл таит в себе каждая деталь убранства хан-сарая. Знакомство с этими деталями помогает постепенно, шаг за шагом приблизиться к постижению сложной и богатой культуры Крымского ханства.